Европа, всегда казавшаяся отечественным либералом общественным идеалом, неожиданно столкнулась с проблемами, поставившими под сомнение эффективность существующего там государственного устройства. Некогда унитарные королевства Испании и Великобритании ныне фактически превратились в федерации, учитывающие этнические особенности регионов. В России же, напротив, из уст политиков звучат призывы к их ликвидации. Насколько серьезны новые поветрия, как согласуются они с историческим опытом страны и чем опасны для ее будущего? Политическая элита России, напуганная парадом суверенитета в 90-х годов, в 2000-х заболела идеей унитаризма. Знаменитый ельцинский принцип «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» отброшен в сторону как политически вредный, а вместо него было взято новое кредо, сформулированное в известном заявлении Жириновского о необходимости упразднения национальных автономий и укрупнения регионов. Жириновский, как водится, лишь озвучил идею, давно зревшую в Кремле. И новая политика незамедлительно была опробована на самых нежизнеспособных автономиях. В 2003 году с карты России исчез Коми-Пермяцкий автономный округ, затем Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Корякский, Усть-Ордынский и Агинский бурятские автономные округа. А не так давно общественное спокойствие вновь было нарушено заявлением российского олигарха и председателя партии «Правое дело» Михаила Прохорова, повторившего идею о ликвидации деления страны по национальному признаку. Унитаризм. От латинского «unitas» – «единство». Одна из двух форм территориальной организации государства. Государство считается унитарным, если большинство его частей не имеют статуса государственного образования. Заявление Прохорова вызвало, как и следовало ожидать, негативную реакцию не только у представителей общественности и властей национальных регионов, но и у экспертного сообщества России. Политолог и журналист Евгений Пожидаев в своей публикации «Губернизация России. Как межэтнические дрязги возвести в квадрат» пишет: аргументы сторонников деавтономизации общеизвестны. Во-первых, по их мнению, статус автономии сам по себе наделяет колоссальными привилегиями, и русские области подвергаются конституционно закрепленному апартеиду. Во-вторых, наличие автономных образований – безусловная предпосылка к сепаратизму и распаду страны. Все это подкрепляется в кавычках историческими экскурсами. Россия всегда была унитарным государством. Да, Россия была империей, но в царской России никогда не было деления территории по национальному признаку. Аргументы сторонников деавтономизации у специалистов вызывают лишь саркастическую улыбку, ибо авторы подобных суждений явно пытаются скрыть суть вопроса за внешней безупречностью формы. Да, формально Московское царство, а затем и Российская империя были унитарными государствами, но только формально. За внешним фасадом централизованного государства скрывалась довольно гибкая форма федеративных взаимоотношений центра и национальных окраин. Поэтому Евгений Пожидаев пишет: в реальности Россия никогда не была унитарным государством. Более того, на протяжении большей части своей истории империя демонстрировала образец своеобразного монархического федерализма. Об этом писали многие авторы XIX века, что империя, в отличие от современного государства западного типа, она никогда не стремилась к уравнению. То есть вот эта вот нивелировка – это продукт уже поздний. Для многих европейских государств это начало XIX века. Империи всегда отличались разным статусом провинций в их структуре, разными привилегиями народов, в которые входили, ну, начиная от, допустим, Римской империи, да, и так далее. Это вполне очевидно просматривается. Действительно, с момента своего образования Московское царство представляло собой империю, включавшую в себя завоеванные и добровольно присоединенные территории с полиэтничным населением. Русское или Московское царство. Название России с 1547 по 1721 год. Первый русский царь, то есть Цезарь Иван IV, имел титул «Царь и великий князь всея Руси», а также царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский. Как можно заметить, в титуле царя не отражен факт присоединения к русскому государству Ногайской Орды и Башкирии, считавшихся вассальными, ибо состояли из степовых уездов и автономных самоуправляющихся национальных окраин.
Империи никогда не имели вот такого равномерного распределения управления, как, например, современные буржуазные национальные государства Европы. Империя всегда, как говорил Константин Леонтьев, это цветущая сложность. И сама система вот такого патриархального управления империи, она подразумевала, что глава семьи, царь, имеет детей, которые имеют разный статус. То есть есть взрослые дети, есть маленькие дети. У каждого, так сказать, ребенка свои права, свои обязанности. И здесь ни в коем случае не может быть такого равномерного распределения обязанностей и прав. В разные периоды истории русское государство включало в себя такие автономные и полунезависимые образования, как Ногайская Орда, Башкирия, Калмыцкое ханство, Кабарда, Шамхальство, Тарковское, Гетманское управление на Украине, Хивинское и Казахские ханства, Бухарский Эмират, Царство Польское и Великое княжество Финляндское. Это далеко не полный список примеров асимметрии в отношениях между центром и территориями. Но, как можно заметить, в основе принципа государственного устройства России, начиная с XVI века, лежал критерий этнической атрибуции вновь присоединяемых земель. Национальные окраины имели особый статус, в отличие от коренных русских областей, поделенных на типовые административные единицы. И в этом главное отличие принципов, по которым складывались национальные государства Европы и такие евразийские империи, как держава гуннов, тюркский каганат, монгольская империя, русское государство. Об этом в свое время писали русские философы-евразийцы. Все-таки у нас государственность шла не по европейскому пути. Особенно в XVI-XVII веке мы скорее копировали традиции монгольской империи. И об этом многие историки, в общем-то, сейчас уже пишут вполне так уверенно. А в Монгольской империи, особенно в отношении кочевых народов, полукочевых народов, там сохранялись очень серьезные элементы самостоятельности. То есть империя не призывала, например, вводить единую религию там, для всех народов, которые входили в нее. Да? Сохранялись очень серьезные элементы самоуправления в вопросах там, даже суда и так далее. Для евразийских империй была характерна та особенность, что помимо государствообразующего имперского народа, в их состав входили на федеративных условиях множество различных этносов. В частности, Золотая Орда состояла из улуса Джучи, титульного населения империи, включавшего в себя, собственно, монголов и покоренных кыпчаков, а также из зависимых владений, не являвшихся частью улуса. К последним относились русские княжества Болгария, Мордовия, Башкирия, Грузия, Армения и другие страны. Русское государство унаследовало эту систему. Философ-евразиец Николай Трубецкой писал: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Русский царь явился наследником монгольского хана. Свержение татарского ига свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. По-иному, по всей вероятности, и быть не могло». Почему не могло быть иначе? Причин много, обратим внимание лишь на самые явные. В отличие, скажем, от покорения Америки, где европейцы встретили слабое или почти никакого сопротивления со стороны индейцев, покорение русскими Поволжья и Сибири не могло бы состояться, не будь у России союза с могущественной Ногайской Ордой, не будь у нее практики включения в свой состав территорий на условиях унии. К первой половине XVIII века, когда англичане освоили восточное побережье Северной Америки, находившееся в нескольких тысячах километров от Англии, российская администрация не могла продвинуться и на несколько десятков километров к югу от Уфы. Таким образом, именно военная мощь народов, с которыми сталкивалось русское государство на своем пути, заставляла его искать компромиссные варианты расширения на восток. Русские не имели ничего общего с испанскими конкистадорами или английскими переселенцами, а входившие в состав русского царства народы с индейцами. Границей между американскими колониями и европейской метрополией служили не только моря, но и социальный статус колонизаторов и аборигенов, эксплуататоров и эксплуатируемых. Совсем иные отношения между имперским этносом и федератами существовали в евразийских империях. В России совершенно иное дело. Россия, она не делится на колонии и метрополии. Тут сложно найти ту грань, где кончается метрополия и начинается колония. Да, как и любая империя, она идет из одного центра. Вот. Но грань между колонией и метрополией смешанная.
трудно разделимы. Это очень ярко видно как раз на примере нашей Башкирии. Покажите мне еще метрополию, основное население которой, носители как раз державной имперской идеи, да, обладали бы намного меньшими правами, чем жители колонии. А ведь у нас так и происходило, потому что обычный рядовой башкир обладал значительно большими правами, чем большинство населения с чисто русских земель. Башкира нельзя было закрепостить. Точнее, если он по воле судьбы оказывался крепостным, военнопленным, например, он просто переставал быть башкиром. Данная евразийская модель отношений между главенствующим и другими этносами империи объясняет ту легкость, с которой возникали эти империи. Скрепленные цементом договорных или федеративных отношений, они нередко превращались в очень крепкие организмы, распад которых был либо невозможен, либо проходил весьма болезненно. Вспомним события 1917 года. После падения Российской империи большинство ее народов, как ни странно, пожелали остаться в составе нового демократического и федеративного государства. У всех на устах был лозунг о Соединенных Штатах России, где у каждого народа должен был быть свой штат. Сила взаимного притяжения у народов бывшей Российской империи была настолько мощной, что она после 2 лет кровопролитной гражданской войны вновь собралась воедино, но уже в форме Советского Союза. Победили большевики, пообещавшие национальным окраинам приемлемые формы общежития. Напротив, антибольшевистские силы, игнорировавшие этнокультурный аспект политики, потерпели полное поражение. В этом отношении показателен пример Башкортостана, автономия которого была провозглашена в конце 1917 года, в условиях надвигавшейся гражданской войны. Башкирское движение первоначально находилось в лагере демократического крыла Белого движения в лице Комуча. Комитет членов Всероссийского учредительного собрания, сокращенно Комуч. Первое антибольшевистское всероссийское правительство России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре бывшими членами учредительного собрания. Однако, когда в ноябре 1918 года адмирал Колчак объявил себя верховным правителем России и издал указ об упразднении всех областных правительств, башкиры перешли на сторону советской власти. К этому времени в корне изменившие свою национальную политику в сторону признания за народами империи права на самоопределение. Между Башкирской республикой и Центральной советской властью было подписано особое соглашение, гарантировавшее первой широкую автономию. Башкирия стала договорной автономией, в отличие от декретированных сверху. Это был уникальный случай и своеобразное повторение опыта прошедших веков. То представление о гражданском подданстве, которое сейчас у нас принято, не следует проецировать на 16 и 17 век. Потому что если мы рассмотрим документы, коллективное обращение башкир в Москву, то мы обратим на довольно интересный факт. Это вот есть определенная периодичность отправки посольств башкирских в Москву. Они, как правило, совпадали либо с новым воцарением, либо это связывалось с какими-то серьезными политическими событиями, когда башкиры со всех дорог отправляли своих представителей в Москву, и, как правило, с каждым новым правителем башкиры заключали соглашения, корректировались условия подданства, многие вопросы уточнялись, которые прежде не были актуальны. Таким образом, подданство башкир не было, выражаясь терминологией того времени, вечным холопством, то есть оно не носило безусловный характер. До начала 17 века статус Башкирии в составе русского царства вообще не был определен. Только последующие посольства, начиная там с 20-х годов 17 века, каждое из этих посольств, например, определяло вопрос о вотчинном землевладении башкир, определяло вопрос об административном управлении. Например, такие факты, что башкиры сами определяли состав низового административного аппарата. То есть толмачи, подьячи, сборщики ясака, их выбирали сами башкиры. По документам 17 века это четко прослеживается. И вот понятие о подданстве, оно во многом было не таким жестким и не таким обязывающим, как это было в 20 веке. Например, башкиры ведь в ходе восстания, например, 60-х годов меняли подданство. То есть они формально опять восстанавливали сибирское ханство, например, под руководством внука Кучума.
Во время башкирских восстаний Башкирия надолго выпадала из состава российской государственности. На ее территории возрождались прежние чингизидские ханства во главе с династией шайбанидов. Например, правнук последнего сибирского хана Кучума, царевич Кучук, дважды провозглашался ханом Башкирии. Феодальный принцип «если нам не нравится данный государь, подыщем себе другого», составлявший основу политических представлений башкир, конечно же, не мог устраивать московских царей. Однако они ничего не могли с этим поделать. Во-первых, не хватало сил для покорения мятежной провинции. Во-вторых, не имелось соответствующей методологической и идеологической базы для проведения реформы управления. Но вот к власти пришел Петр I, взявший на вооружение западные рецепты для проведения реформы государственного управления. Он разделил государство на 8 однотипных губерний, каждая из которых включала в свой состав несколько десятков уездов. Башкирия в новой вертикали власти оказалась в подчинении у властей Казанской губернии. Башкиры, ранее подчинявшиеся непосредственно царю, были переданы в управление казанским губернаторам, первые же из которых спровоцировали грандиозное восстание, получившее название Алдаровщины. Алдаровщина. Башкирское восстание 1704-1711 годов завершилось победой восставших и удовлетворением их требований. Юрисдикция Российской империи в Башкирии была восстановлена лишь в конце 20-х годов XVIII века. Попытка Петра создать именно унитарное государство европейского типа, она провалилась. И не случайно, как раз-таки в вопросе управления этими регионами к концу жизни Петра и после его правления фактически мы наблюдаем откат к прежней допетровской системе. То есть вот эти этнические регионы, такие, например, как Уфимский уезд, они, как это было заявлено в документах, например, 1728 года, восстановили прежний особый статус в системе управления. И на протяжении всего XVIII века эта специфика, например, подчеркивалась особым статусом местного коренного населения. То есть башкиры были выведены из состава гражданского управления и рассматривались как народ сословия. После смерти Петра Башкирия подчинялась непосредственно Сенату, минуя губернское управление. В период существования башкирского войска коренное население края также имело особый статус, обусловленный кантонной системой управления. Законодательно сохранялись многие специфические права землевладения, башкирского землевладения. То есть вот это надо подчеркивать. Вот, очень интересный факт, что никто в Российской империи, например, не имел права на недра. Допустим, если на земле помещика русского находили какие-то залежи полезных ископаемых, то его не спрашивали. Если необходимо было это в государственных целях, то там начиналась добыча этих полезных ископаемых. У башкир, земля которых была богата всякого рода недрами, всегда государство, частные лица должны были спрашивать разрешение и заключать договор. То есть даже в таких вопросах мы видим специфику положения башкир. Право собственности башкир на свою землю было уничтожено лишь знаменитым декретом о земле в октябре 1917 года, чем и объясняется их отчаянная борьба с советской властью, которая в свою очередь позволила башкирам добиться признания своей автономии. Сторонники приведения российских территорий к единому знаменателю уже не отрицают принцип федерализма. Они понимают пользу федерализма, основанного на экономической самостоятельности регионов. Поэтому унификаторы данного типа ратуют за федерацию административных единиц, нарезанных без учета этнического фактора. В пример они ставят Соединенные Штаты Америки, а унитаристы в качестве идеала выбирают Францию. Насколько данные образцы подходят нам? В XVIII веке Франция представляла собой королевство, в разных частях которого проживали еще не утратившие свою национальную идентичность и собственные языки провансальцы, гасконцы, бретонцы, эльзасцы. Однако Великая Французская революция превратила все эти народности в единую гражданскую нацию – французов, и Франция стала первым так называемым национальным государством, где все, вне зависимости от происхождения, считались представителями французской политической нации. То есть для того, чтобы во Франции исчезли и растворились все вот эти многочисленные народы, там,
бургунцы, норманы и так далее. Для этого понадобилось там 10 лет террора, чтобы вся Франция заговорила на французском языке, и возникла нация французов. Это всегда болезненный процесс уничтожения этнической идентичности. И не всегда он приводит к позитивным последствиям. Все народности Франции культурно принадлежали к западно-христианской цивилизации и придерживались одного образа жизни и схожих обычаев. Совсем иная картина наблюдалась в России, где проживали христиане, мусульмане, буддисты и язычники. Причем башкиры и горцы Кавказа оказали беспрецедентное по упорству сопротивление попыткам их покорения. Именно поэтому Россия пошла не по пути Франции или США, а выработала собственную дорогу. Это путь не ассимиляции, а интеграции. То есть ассимиляция тоже применялась там, где это было возможно. А вот те куски, которые просто сопротивляются это настолько, что себе дороже будет их ассимилировать, это невозможно просто. Невозможно ассимилировать Башкирию. Невозможно оказалось ассимилировать даже Татарию, например, точнее татар, которые выработали свой путь, как раз сопротивления ассимиляции. Можно сказать, возникли как именно народ в качестве протеста этой ассимиляции. Совершенно невозможно не только ассимилировать, но и привести полностью к российскому знаменателю Кавказ, например. И Россия пошла по пути создания державы, можно сказать, уникального типа, который основан на инкорпорации вот этих частей, да, приведение к одному знаменателю, когда числители разные. Пресловутый плавильный котел народов, реализованный в США, потребовал почти поголовного истребления коренного населения Америки. В реалиях Российской империи данный метод был неосуществим. Вот эти белые англосаксонские протестанты, они являлись элитой этой нации, но, как сказать, они не ограничивали себя ни территориально, ни культурно. Они просто были доминирующим слоем в плавильном котле. Вот. Плавильный котел осуществим почему? Именно потому, что, так сказать, все здесь являются некоренными. В России же все совершенно иначе. Россия есть союз, частью завоеванный, часто добровольно соединенный, союз многих народов, которые объединены волей истории в одну державу. Таким образом, зарубежные рецепты обустройства России не годятся, ибо они оторваны от наших реалий. Это все равно, что лечить болезнь несоответствующими ей лекарствами. Сегодня единственным конституционным отличием автономии от стандартной области является возможность развивать культуру титульной нации на территории их национальных очагов, а также изучать родной для них второй государственный язык. Как пишет цитировавшийся выше Евгений Пожидаев, все остальные опции являются декоративными, а потому реальных преимуществ у автономии от русских областей уже давно нет. Поэтому Евгений Пожидаев пишет: искоренение автономии в переводе на русский означает две вещи: смену вывесок и запрет на использование местного языка как второго государственного. Иными словами, это бессмысленный зажим, который ничего не даст в плане сохранения целостности страны, а зато практически осчастливит сепаратистов. Что касается прохоровской идеи растворить автономию, укрупнив регионы, то она выглядит как диверсия и анекдот одновременно. Постоянно от современных политиков я слышу именно в качестве такого критерия это административное деление Франции или США. То есть как будто это является наиболее подходящим принципом административного деления для современного государства. Но опять-таки США — это совершенно особая форма государственности, которую создали переселенцы. И говорить, например, сравнивать это с Россией вообще очень сложно, потому что там не было коренное население, вообще не учитывалось, его мнение не имело значения. А переселенцы могли создавать все, что угодно с чистого листа. Ну, а Франции пришлось, повторяю, пройти через великий террор, чтобы растворить в этом французском котле вот эти все мелкие этнические образования. Таким образом, можно подумать, что Прохоров и иже с ним, апеллируя к опыту Франции вольно или невольно, призывают к террору. Сама постановка такого вопроса, она уже провоцирует конфликтность, да еще на таком уровне. Понимаете, одно дело, когда с подобными мемами выступает Жириновский. Там сегодня там башкир-Монголию, татар-Монголию, что-нибудь такое ляпнет. Это не морализаторство, это просто факт, понимаете. Что это провоцирует конфликтность уже саму по себе.
Если уж наша политическая элита привыкла жить с оглядкой на Запад, то почему бы им не обратиться к более подходящим примерам? Например, к опыту Испании и Великобритании. В составе последней находится 17 автономных областей, некоторые из которых, например, Каталония и страна Басков, представляют собой национальные автономии. В составе Великобритании Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют собственные национальные администрации и парламент, а языки коренного населения этих регионов имеют равный статус с английским. Как заключает Пожидаев, сторонники повальной губернизации предлагают идею а. практически бессмысленную, б. несущую впечатляющие издержки, которые при неблагоприятном развитии событий могут оказаться фатальными. Процесс этногенеза не то что в России, но даже в классической Европе далеко не закончен. Несмотря на свое нивелирующее свойство, капитализм не смог переварить каталонцев, басков, валлийцев, шотландцев, фламандцев и многих других. А ведь это народы одной христианской культуры. Европа, если нашей элите непременно нужно кого-то копировать, не может более игнорировать факт своего этнического многообразия. Тем более не может это делать Россия с ее многонациональным и многоконфессиональным населением.